в детстве, я пошел в школу в 60-е годы, в 69-м. Для нас космонавт это была мечта. Половина класса хотели быть космонавтами, но уже к 8 классу мы поняли, что это уже вряд ли. По разным причинам выбирали другие профессии. И я даже помню, когда разбился Гагарин, я помню вот этот фрагмент по телевизору, как сидят в студии люди, и кто-то плачет. И я помню, они говорят о том, что погиб Гагарин. И я помню вот этот траур моих родителей. И любого родившегося в Советском Союзе, любого спроси, они тебе скажут 12 апреля, и они скажут День космонавтики. 1 мая – День трудящихся. 7 ноября – День революции. Все прекрасно знали число 12 апреля, потому что это была гордость, и мы до сих пор гордимся этими людьми и вообще вот тем, что именно наша страна была первой. А первый – это первый. Это участь вторых глотать пыль впереди идущих. Поэтому мы всегда первые и будем везде первыми. Говорит Москва, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. За 108 минут пребывания в космосе Юрий Гагарин совершил один виток на орбите и приземлился возле деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полета Гагарина в космос был объявлен праздником – Днем космонавтики. Это праздник, считаю, всех граждан бывшего Советского Союза, Российской Федерации, потому что он, наверное, пронизан до глубины души. Юрий Алексеевич Гагарин – тот человек, который открыл новую эпоху космоса. И сейчас в наших условиях нельзя представить мир вообще без каких-то космических технологий. Это очень важно сейчас для нас. Вчера буквально прошел успешный запуск Ангары 5 с космодрома Восточный. Это очередной прорыв в космосе. Именно этот ракетоноситель будет использоваться для строительства новой космической станции в космосе. Для нас, как военнослужащих измерительного пункта и, наверное, представителей космических войск, этот праздник особенно мы воспринимаем трепетно, потому что мы представляем здесь этот род войск, вид войска, и считаем, что, наверное, самое важное донести сейчас до молодежи важность служения Отечеству, военно-патриотического духа, воспитания молодежи. И один из таких воспитаний, это, как вы помните, да, в Советском Союзе все смотрели с трепетом, хотели стать космонавтом. Так и сейчас мы представляем тот род, когда рассказываем, как осваивается космос, какие есть космические аппараты, как ими можно управлять, для чего это все нужно. И хотелось бы всем пожелать, чтобы, вот, наверное, те моменты в жизни, когда Юрий Алексеевич Гагарин летел в космосе, он что говорил? Очень хорошие слова, да, дал интервью. Это славность, это счастье. Нет, это не только счастье. Это гордость, это не только гордость. Это чувство большого гордости за все человечество. Стать первым покорителем космоса. И вот хотел бы, чтобы вот эти слова для каждого были символом и двигателем прогресса, идти вперед, достигать всех вершин, всех космических вершин для достижения всех поставленных целей. Oh
день для всей нашей страны, потому что с этим днем связана великая история освоения космоса, и эта история, она связана с нашей страной. И это большое счастье, я думаю. Вот. И сегодня вы находитесь на страже безопасности нашего Отечества. И вот мы, находясь здесь, в Якутске, это ощущаем, гордимся и очень ценим. И считаем, что это большое для нас счастье, что такая у нас воинская часть функционирует здесь, рядом с нами. Я хотел бы поздравить с этим праздником, конечно же, всех сотрудников, военнослужащих и гражданских служащих, и членов ваших семей с этим праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и поблагодарить за вашу неусыпную деятельность по защите нашего Отечества. Я хотел бы выразить слова благодарности вам за сотрудничество с нашим музейным комплексом. Мы очень тесно сотрудничаем и всегда очень рады вас видеть. Мы ощущаем большое такое участие, какое-то наше духовное единение во всех этих наших общих мероприятиях, и поэтому мы рассчитываем на то, что и дальше мы будем также плодотворно сотрудничать по самым разным направлениям. Вот, я хотел бы вручить Владимиру Валерьевичу нашего музейного комплекса для библиотеки там такие интересные книги. Ну, во-первых, научный руководитель нашей системы исторических фактов Мясников Александр Леонидович буквально вот на днях выпустил книгу Владимира Владимировича Путина. Я хотел ее вам передать с дарственной надписью в вашу библиотеку. Буквально на прошлой неделе, в пятницу, здесь находился Стариков Николай Викторович. Вы, наверное, его знаете по ведущим таким топовым программам на телевидении, 60 минут, большая игра и так далее. Вот здесь он сидел на сцене и презентовал свою книгу. Но мы понимаем, насколько это актуальна книга о терроризме, о том, что это инструмент большой политики, которым сейчас наши оппоненты очень активно пользуются. Поэтому вот эту книгу я тоже хотел бы вашу библиотеку передать. И еще одна книга, традиционный наш подарок, это история Якутии, которую тоже мы издали в свое время. Я не знаю, открою я военную тайну или нет, да, но в Якутске единственная воинская часть – это военно-космические силы, в которых служат в основном офицеры, и которые по большому счету являются, я не знаю, там их назвать зонтом России, там крышей России. Ну, я не знаю, но это вот те люди, которые по большому счету являются теми людьми, которые сохраняют мир в нашей стране. Ну, это мое личное мнение. Конечно, наши ребята участвуют в СВО и поставят фашистов на место рано или поздно. Но против таких стран ядерных, как Америка, ну или там Франция, которая что-то там машет там иногда, да, у нас есть вот именно такие ВКС-силы, которые одно из триады, которое как раз оберегает и сохраняет и умножает авторитет нашей страны.